Матэрыяльная дапамога, прадастаўленне сацыяльнага жылля, выплаты пенсій па інваліднасці. Евгения Наварыч просіць дапамагчы уладкаваць у спецыялізаваную установу недзеяздольнага сына. Чарга ў інтэрнат вялікая, а жыць разам няма сіл. Ждала и думала ждать, и думала ждать, что ну куда же денешься. Но уже до того дошло, что вот начал кидаться, и не только на меня, но и на соседей. Я уже кругом обращалась. Ну, просила, и городище просила, но вы понимаете, мне сказали, что надо платить 630 рублей в месяц. Я думала на год, а тут оказывается, что на месяц. Пытанне сапраўды надзённае месца ў псіхіятрычных установах сёння дастаткова. Таму з вырашэннем праблемы Василь Жарко паабяцаў дапамагчы. Уже где-то осенью, сентября-октября будут открываться на базе Леснянского дома-интерната для нахождения граждан с психохроником отделения. Снимет там нагрузку, ну и после перепрофилизации коечного фонда психиатрической больницы этот вопрос снимется. Татьяна Литвинова на прыём з пытаннем здароўя. Жанчыне тэрмінова показана аперация на сердце. У Беларуси подобное робяць толькі ў Мінску. Тэоретычна. Сказали, нет расходных материалов. И она откладывается на неопределенное количество времени. Вначале мне на 24 мая была назначена операция. Но так получилось, что мне перезвонили за 2 дня, сказали, что откладывается в связи с этим. И вот сказали через 2 недели. Потом сказали, может, через месяц. Сейчас уже получается до июля. А сейчас сказали, до осени ничего не будет. Поэтому, сами понимаете, вопрос жизни и смерти. Пытанне правядзення аперацыі для Тацяны Мікалаеўны з ліку тых, што будуць вырашацца першачаргова, паабяцаў прадстаўнік ураду. А вось праблема Михаила Шаламіцкага, гарадскі стадыён «Припять», можа пачакаць. Стадион «Припять» имеет исторические корни, которому 100 лет исполняется. Он имел различные названия, но его закрыли в связи с тем, как бы он аварийный. И затем возник вопрос о том, чтобы его застроить домами. Прывесці спартыўны аб'ект у належны стан, а таксама разгледзець магчымасці фінансавання, у тым ліку за кошт спонсораў, таким было доручение премьер-министра городским уладам. Не всегда надо подходить, не все обставишь нормативными актами. Есть человеческий фактор, и всегда надо подходить индивидуально к каждому обратившемуся. Конечно, с соблюдением буквы закона. Резюмуючы прыём, Василь Жарко адзначыў, сустрэчы з жыхарамі глыбінкі даюць магчымасць зразумець людскія праблемы знутры і не толькі рэагаваць на іх, але і прымаць адпаведныя рашэнні ў заканадаўстве. Марыя Кобец, Александр Дьяченко, Ірына Нікіціна, тэлерадыёкампанія «Брест».